Назначенный министром культуры Даур Кови уже возглавлял министерство с 2022 по 2023 годы. С 2023 года занимал должность заместителя главы администрации Галского района. Президент Бадра Гумба пожелал успехов Дауру Кови на новом посту. Динара Гудиев Хасмыр, Елбаски Арашай Городокоп, Яцелцот Аусура, Скуяна Готлара, Алдыр, Кырча, Джуба, Илбахо, Хапсо культурасы, и цеге коллектив Хоярхона. Указом Бадры Гумбы министром экономики назначен Теймураз Микваби. Ранее он занимал пост заместителя министра экономики. Его предшественницей была Кристина Озган. Также Микваби является одним из победителей конкурса управленцев команды Абхазии. Бадра Гумба поблагодарил коллектив министерства за годы слаженной работы, направленной на улучшение экономики страны. На протяжении нескольких лет довольно-таки положительная динамика и экономического роста. Но, конечно же, этого недостаточно. Нужно двигаться вперед, нужно улучшать, создавать условия для привлечения и инвестиций, создания благоприятных условий для участников экономического процесса на территории Республики Абхазия. Поэтому уверен, что ваш опыт, умения, знания пригодятся вашему коллеге, новому руководителю Теймуразу Зурабовичу. Хотел бы поблагодарить Кристину Константиновну Озган за ее вклад в развитие и становление нашего экономического потенциала. Безусловно, все эти годы напряженной работы, которая была направлена на улучшение экономического состояния нашей страны, они не могли не отразиться. Они действительно показатели хорошие, динамика хорошая. Уверен, что Теймураз Владимирович, вы сможете сохранить эту динамику и приумножить. Я осознаю, насколько большой ответственностью является работа в Министерстве экономики, тем более занимать пост руководителя. Кристина Константиновна и весь коллектив под ее руководством задали очень высокую планку. Я надеюсь, мне удастся сохранить и, может, даже приумножить то, что было сделано. Я понимаю, что нам предстоит очень много работы. И в момент, когда я соглашался с предложенным мне постом, первое, о чем я думал, это коллектив Министерства экономики, потому что без их поддержки, без уверенности в том, что их профессионализм, доброта и отзывчивость мне помогут, я бы никогда не согласился со столь ответственной работой. Спасибо большое. Министерство финансов возглавил Саид Губаз. До этого он был заместителем министра финансов, начальником управления казначейства. Уверен, что его знания, опыт, умение слаженно работать пойдут на пользу такому важному ведомству. Действительно, за несколько лет результаты и динамика роста показателей, собираемости, вообще самой структуры бюджета, они, конечно же, положительные, но нам на этом останавливаться нельзя. Нам необходимо двигаться в рамках вашей деятельности. Мы очень надеемся и рассчитываем на то, что эта динамика будет сохранена. И надеюсь, что все, что было наработано до вас, вы приумножите и все свои знания направите на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Очень ответственная для меня задача. Хочу также поблагодарить моего предшественника Владимира Валерьевича Делба и коллектив Министерства финансов за тот высокий уровень, на котором организована работа министерства. Перед Министерством финансов всегда стояло много задач, таких задач в будущем будет еще больше. Я убежден, что ваш опыт, профессионализм, знания позволят нам и в последующем осуществлять свою деятельность на очень высоком уровне и эффективно решать задачи, которые ставит перед нами руководство нашей страны. Указом Бадры Гумбы главой МИД Абхазии назначен Олег Барциц. Барциц – выпускник МГУ и дипломатической академии, бывший торговый представитель Абхазии в Москве. Бадра Гумба представил нового министра коллективу МИД. Олег Мусасович вам известен, можно сказать, назвать его вашим коллегой. Он долгие годы представлял, руководить торговым представительством Абхазии в Российской Федерации.
и уверен в том, что тот опыт, навыки, умения, которые у него есть, он применит уже в новом статусе, в новом амплуа. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Сергея Мироновича, человека, который всю свою жизнь посвятил служению своего Отечества. Глубоко уважаю Сергея Мироновича за его отношение к стране, к народу, и уверен, что его знания, опыт и дальше будут полезны для нашего государства. Мы обязательно найдем формы взаимодействия, и Сергей Миронович, как и как ранее, останется в строю. Но прежде всего хочу поблагодарить замечательный коллектив, с которым мне посчастливилось работать и убедиться в их профессионализме. Я увидел, что они способны решать те задачи, которые стоят перед государством. Ну и перед дипломатией абхазской сегодня стоят непростые задачи, такие же сложные, как это было и прежде, потому что сегодня мы живем в условиях, когда идет переустройство мировой системы, и здесь существуют различные угрозы. Я уверен, что коллектив справится, руководитель у них молодой, опытный. Я думаю, что можем рассчитывать на большие успехи в дальнейшем тоже. Желаю вам больших успехов в вашей новой работе. Прежде всего хочу поблагодарить за оказанное мне доверие. Я хочу проинформировать коллектив, что вот в ходе тех предварительных бесед Бадр Зурабович обозначил приоритеты как президент страны для внешнеполитического ведомства, направления, на которых стоит сконцентрировать особый потенциал усилий и внимания. И, разумеется, мы будем выполнять эти задачи с учетом сегодняшней ситуации. Уверен, что и профессионализма, и настроя на работу у коллектива, у всех у нас вместе будет достаточно. Министерство энергетики Абхазии возглавил победитель конкурса управленцев команды Абхазии Батал Мушба. Ранее он занимал должность начальника управления энергетики и транспорта. Бадр Гумба выразил надежду на то, что его опыт и знания помогут в решении острых вопросов в сфере энергетики. Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть те сложности, которые сегодня актуальны для нашего государства, для нашего общества. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Джансуха Эдуардовича, человека, который действительно все эти годы сделал все, что зависело от него. Вы знаете, в том числе и транспортная направленность. В этом году мы уже совсем скоро открываем после реконструкции аэропорт имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Безусловно, это в том числе заслуга Джансуха Эдуардовича. Поэтому принято решение, что Джансух Эдуардович еще многое может сделать для своей страны, быть полезным для нашего общества и государства. Поэтому Джансух Эдуардович назначается вице-премьером правительства Республики Абхазия, который будет в том числе курировать и данное направление. В первую очередь хотел бы выразить искренние слова благодарности за ваше доверие, за то, что мы продолжаем работу. Хотел бы поблагодарить также коллектив Министерства энергетики и транспорта. Работа министерства будет продолжена уже в другом формате, но, несмотря ни на все, тот результат, который для нас всегда был самым главным показателем, он будет сохранен. Батал Владимирович, мои самые теплые и самые добрые пожелания, добрый путь. Хотел бы поблагодарить вас за оказанное доверие, высказать благодарность коллективу. Уверен, что мы как одна команда сможем и дальше решать те задачи, которые ставятся перед нами. Президент Бадр Гумба назначил Эдгара Бения министром по налогам и сборам республики. Ранее пост министра по налогам и сборам занимал Михаил Габелия. В этом смысле ваша слаженная работа руководителей Министерства по налогам и сборам дает свой результат. Время не стоит на месте, нам необходимо дальше двигаться, улучшать качество нашей работы. В этом смысле то решение, которое было принято мной о назначении нового руководителя, не говорит о том, что есть какие-либо вопросы, претензии к предыдущему руководителю. Наоборот, я высоко ценю профессионализм Михаила Валерьевича, знания, опыт Михаила Валерьевича будут востребованы в рамках государственной службы. Мне
приятно говорить о том, что и в Гагарском районе в том числе была проведена серьезная работа по администрированию, по собираемости налогов. И в этом смысле ваш коллега Эдгар Русланович тоже проявил высокий профессионализм. Я уверен, что те наработки, которые были в районе, также будут и в рамках республиканских ваших действий предприняты. Желаю вам успехов на благо служения своему Отечеству. А Михаила Валерьевича еще раз благодарю за его отношение к работе, его профессионализм, отношение к коллективу. Я высоко ценю его человеческие качества и уверен, что Михаил Валерьевич, нам с вами предстоит сделать еще очень много хорошего. Михаил Габедия также поблагодарил коллектив Министерства по налогам и сборам за совместную работу и пожелал новому министру успехов в новой должности. Эдгар Бения также поблагодарил главу государства за доверие. Алек Трапшина, Алгвинджа, Абхазское телевидение.